Подготовил машинку на отправку. Вот он такой красавчик получился. Затарился батареечками. Ничего ему не будет. Чуть-чуть вот тут скотч. Будет кусочек, чуть-чуть скотч. Затарился батареями там. Вон там батареи, все дела. В общем, нормально Рома отоварил меня. Приобрел ноутбук с программами для Honda. Поэтому Honda тоже буду ремонтировать. Так что, ребята, давайте. Кто там с Хондами, кому калибровочка, кому замена масла, обращайтесь. В лучшем виде все сделаю. В общем, как-то так. Сейчас еще вот здесь вот хулиганство вот это закрою. Некрасивое вот телепание. Перфекционизмом маленечко займусь. Вот это вот заправлю. И все. Можно будет ехать. Ну все, Рома. Спасибо тебе. Вот Романа тачка вообще огонь. Блин. Гоняет на ней. В следующий раз жду тут вывеску крутую. Все нормально. Маленечко по-уродски, но зато не прилетит ничего. В общем, жду, чтобы все красиво было. В следующий раз, чтобы картинка была тут уже прям подъемнички, тут все, блин. Тем более столько денежек оставляем. Ну, для дела, конечно. В дело, все в дело. Итак, пойду попрощаюсь с пацанами. Пойду с пацанами попрощаюсь. Да поеду потихонечку. В ночь. Ну и я, молодой, красивый. Так, парни, Neo Hybrid Lab, спасибо вам. Вату катали, конечно, я бы давно уже уехал. Но Максимка, отдельное спасибо. Так, Колясик тоже, чтоб машину поменял. Спасибо. В общем, пацаны, давайте. Уру я хал, ни пуха, ни пера. Ну все, ребята, поехал я. Сколько я тут по городу покатался? 300 километров, 390 километров проехал. В общей сложности 96 тысяч, фиксируем 98 километров. 96 100, грубо говоря. Ну все, топну, пожалуй. Что у меня там? Так, посмотрим информацию. 9,7 расход. Оба. 9,7. Время 23, пол-9. Ну все, ребята, спасибо вам за очень интересную работу, которую я себе сам замутил, так скажем. Ну, буду кататься на гибриде и ремонтировать гибриды. Все как положено. Ну все, всем пока, ребят. Дальше будет видос. Видос будет дальше, как я еду, поэтому это отдельная тема. Сейчас Аврору по сигналю. Пусть тоже в кадр попадет. Попадешь в кадр, смотри! Ха-ха! Давай, дорогой. Все, всего доброго. Полетел. Скоро домой. Ну, прощай, Владивосток. Прощай, красавец. Прощай. Ну, не прощай, до свидания. До свидания, Владивосток. До свидания, дорогой мой.
Интересный, красивый город, где красивые тачки, где нормальные пацаны, где бабки мутятся, машинки крутятся. Вот. Здорово. Здорово. Потихонечку сейчас. Сегодня должен буду быть в Хабаровске. Ну, 6 часов за рулем. 6 часов за рулем где-то я проведу сейчас. Потихонечку буду снимать видосики. Все. Приборка классная. Приборка классная, батареечки лежат. Все хорошо. Вертолетик летит. Красиво, красиво. Красивая картинка получается. Прям супер. Поеду помаленечку. Седанка Сити. Да, Седаночка Сити. Кто здесь проезжал, лайк. Вот. Кто проезжал вон ту строечку, тоже лайк ставьте. Стеллу сниму. Стеллу. Все. Топну. Седанка Сити. 64 километра, говорит. Прямо. Так что можно топать. Абсолютно быстро топать. Никого не бояться. 90. 110 можно ехать. О-о-о. Круто. Развал схождения сделал. Чуть-чуть в сторону ведет. Нарушаю. Ой. Смотрю фильмы краем уха. Так что будет весело. Дорога будет веселая. Ну, теперь немножечко Хабаровск поснимаю. Совсем так потихой. Тут у нас немножечко Хабаровск. А, вон там парковка здоровая, чтобы если что, люди могли там припарковаться. Так. Вот такие высотки стоят. Краевой дворец хоккея с мячом. Не просто так, а хоккей с мячом еще. Здоровое здание. Садовый центр какой-то, Леруа Мерлен. Открыли себе на лето. Шатер открыли на лето. Ладно, буду следить за дорогой. Хабаровск весь покрыт листвой. Да. Мерседесики катают. А, это Акура. О, блин. Бэхи, Акура. У нас таких машин нет. У нас таких машин не катаются. Трамвайные вот эти вот штуки. Блин, как их называют? Провода, короче. Ха. Да, Хабаровск миллионник. Миллионник. Развито автобусное движение. Автобусики чистенькие, новенькие какие-то. Лонг Янг какой-то. Джон Тонг Бас. Да. Через 350 метров плавно поверните направо. Тут развязочки всякие, как бы не проморгать это все дело, блин. Город-миллионник все-таки, как-никак.
Поэтому интенсивность движения очень большая. Много. Сколько тут? Раз, два, три, четырехполоска, блин. 4 полосы, ё-моё. Туда, 4 полосы туда. Миллион. Камера контроля перекрестка. Вот такие черики рекламируют. 8,5 разгон до сотки. Нифига себе. Ну, нормально, нормально. Как-то я тут помню в какой-то столовочке тут покушал. Прикольненько было. Ладно, чуть-чуть мне тут осталось. Я буду кабель HDMI сюда устанавливать и кабель USB дополнительный, чтобы подключить одну штучку интересную. В общем, я заехал в Хабаровск. Один товарищ хороший продает кабеля. Ну, пока так кинули. Кинул к стандартному мафану стик, Xiaomi Stick. Xiaomi Stick будет вот так управляться. Хоба, пультиком. Через HDMI вход. Хоба. Чик. Чик, выходишь. Надо что-нибудь включить. Хоба, воткнул. Все. И тут дублируется тоже. Балдеть. Балдеть. Закинул сюда. Хоба. Все, здесь также. Если надо, тут прибавить. Если надо, вот пультик есть. Пультиком прибавляешь громкость. Так, где громкость-то, моя? А вот громкость. Хоп-хоп, вон прибавляешь громкость пультиком. Если надо. В общем, все по фаршу. Вот такие дела. Оп, открываешь, автоматом загорается. Можно его перевернуть. Вот так, оба, если не хочешь, чтобы никто видел. Можно так. Но лучше так, конечно. Ну, звук тут что-то громкости как таковой нету. Не громко, не громко. Почему-то не громко. В общем, разобрался. Вот плюс-минус. Хоба, прибавляю, громкость прибавляю. Простой Android TV. Сзади сидишь, балдеешь. Смотришь. Ну, можно мой канал включить. Не буду, наверное. Так, Шаде. Мои любимые были треки. Вот это вообще крутой. Техно-викинг называется. Какой. А, не, начало надо. Начало вернуть. Ну, тут оставим на 45. Здесь громкость может быть. Хабаровск цветет и пахнет. Техновикинг. Вот такой вот трамвай, блин. Я не такая, я жду трамвая, говорит. Вот. А то должен был троллейбус быть. Ё-моё. Вот такие сараи тут ходят. Обед. Обед. На 1000 рублей проехал 289 километров. Сейчас опять обнуляю. Вот так вот. Стрелочка вверх.
Смотрим. 7,8 расход. Нормально. Поверните направо. Направо. До свидания, Хабаровск. До свидания. Мост. Хабаровский мост. Когда у нас уже построят в Якутске мост вот такой. Река Амур. Ну да, она маленькая же вообще. Как... Ну вот эта ширина как одна артерия, грубо говоря, якутская. Да, может они тоже нашли самое узкое место. Ну не такого, что он и широкий, этот Амур. Разливается туда, туда. Да, красиво. Вот Амур, пожалуйста. До дома осталось 2400 километров, поэтому вату катать не буду. Буду ехать сутки, световые сутки до ночи. Вот. Потихонечку, потихонечку. Ну, Амур, да, красиво, красиво. Кто-то ходит по реке, кораблики, лодочка плывет. Вообще это буй. Да. Красиво, красиво. Ну, какое-то задымление какое-то есть, мне кажется. Кажется, какое-то задымление есть. Задымление присутствует. Ну ладно, фиг с ним. Для картиночки чисто, чтобы маленечко разрядить мой контент, который у меня есть. Контент. Капот обклеил, поролончика. Ну, всякое лучше, чем я мошку буду собирать вот этих всех машкару там и прочее, бабочек, мотыльков, оводов, комаров, машкару. Лучше туда собрать вот на вот эту мягкую штуку, поролончик, и потом просто его выкинуть. И все. Ладно, поеду. Вот такая вот херня. Это какой район? Еврейская автономная область. Еврейская автономная область. Смотрите, что происходит. Ебать, как у вас вообще вот как? Ну-ка, ребят, как их всех выдуть теперь? Я сам с Хабаровска, так что мне нравится. Все. Небольшие гостинцы. Небольшие гостинцы взял. Плюс вон там еще такая интересная ягодка жимолась. Вот такой большой пивной стакан. Большой пивной стакан. И остались вон только корешки. Там. В общем, снова 1000 рублей заправил. 270 километров проехал. Также поправился. Полбака было. В общем, что там? Так, расход у нас 7,9. Стелла, Москва, Владивосток. Вот такие дела. Это надо запечатлить по-любому. На инвалидное место встанем. Хова. О, бедная моя попа.
Еще кто-то Альфу пригоняет. Куда, интересно, ребята едут? Кто-то Бэху, кто-то Альфу. А, кто-то Мерин. Даже. Нормально. Курс Владивосток. Супер. О, Приус. Поехали. Сейчас там пост ГАИ будет, поэтому надо пристегнуться. Ух. Моща. 7,9 расход топлива. Вон гаишники. Надо пристегнуться. ГАИ вообще нет никакого дела, как я понял. Да без пробежек. А что с без пробежки ты возьмешь? Просто ткнешься в документы и все. И больше ничего. Что сделаешь? Ничего, ни страховку не проверить. Договор только проверить и все. Больше нифига. О, ладно, полетели. Полетели. Сейчас еще на косарь заправлюсь. Это топну дальше. Уже 8 часов. Ё-моё. Красивый мост с подсветочкой. Вообще четко. Мне всегда нравится тут проезжать. Хоп, такой красивый мост. Подсветочка, все дела, блин. Красота. Что еще? На косарь заправлюсь. А дальше топну. 230 километров на косарь проехал. Это вообще обалденный результат, по-моему. Скорость была больше сотки, 120 где-то. 230 километров. На 1000 рублей, на 19 литров. 7,8 показывает. 7,8 литров на 100 километров. Ладно, пойду. ННК, в принципе, нормальные заправки. Рекомендую ННК. ННК. О, фига себе, они тут делегации целой. Аквамен. Так, заправлюсь. Топну дальше. ННК. Ну, ночная съемочка. Небольшой дождик заморосил. Такой проливной только что был. Опять, как всегда, пока я камеру включу. Все проходит. Расход автомобиля радует. Едет вообще достойно. Туговасто, конечно, не так, как двушка-пушка. Двушка-пушка поинтереснее ехала, но в принципе тут зато экономия. Реально. За эту поездку рубля 3 сэкономлю по-любому. Так, вторая ночь пройдена, переночевал. Обалденно тут ночевать, кстати. Ноутбук есть. Тут есть, там есть. Сейчас фильмы перекину. В общем, почему я записал-то это, блин? Это просто какой-то трэш. Я только что увидел. Смотрите, ребята, как перегоняют тачки. Это, блядь, это... Как? Ты дурак? Ты скажи мне, парень. Ты в своем уме? Ты на танке, что ли? Или что? А как если... Обзор-то у тебя вообще жестко закрыт. Как ты машины обгоняешь? Блять, оно того не стоит. Ну, лобовуху прилетит тебе, да прилетит, е-мое. Скотчем всю лобовуху лучше обклей, блин.
если боишься там, что у тебя что-то прилетит. Да, я вот такое первый раз увидел, просто первый раз увидел и в ахуе. Ребят, ну так нельзя. Это, ладно, хер с ним, с этим дебилом, то что он может куда-то влететь, но он же еще за собой кого-то, участника движения, затянет, если что-то не увидит. Да, вот такой вот хуторок. Хуторок. Вот на этом месте там у меня было решительный отпор решительный отпор один раз дал одному товарищу. Ну да ладно, это уже история совсем другая. Сейчас чуть-чуть разомнусь, да поеду. Взяли, загородили мне всю, блин. Ладно, что-то дождик моросит. Все загородили мне, ё-моё. О, Кускневер. Обязательно фото надо сделать, потому что перегон будет неполный без этого фото. Обязательно сейчас фоточку сделаю. Ну, машинка едет. Машинка классная. О, боковая загорелась. Третий глаз загорелся. А здесь не горит. Это специальный боковой. Чуть-чуть угол колеса меняется. И сразу загорается третья лампа. Круто, круто. Скоро, говорят, будем на таких машинах ездить. Это хавал. Лаваш. То бишь в переводе на русский язык. Лаваш. Прикольно все. Типа под бэху закосик такой. Под троечку. Ладно. Пойдем. Поехали дальше. Сейчас вытряхну землю. Четырнадцатый регион уже начинает появляться. На. Кто он там? Лаваш этот. F7X какой-то. Как поназовут, е-мое. Есть тут эстакада, но раз этого, наверное, уже 14 регион появляется. Машинки. Нормально. Поехали дальше. Место красивое, березки стройные, высокие. Плохо то, что тут на перекрестке кладбище. Вот. Плохо, что на перекрестке кладбище. И тында. Последний раз, когда я тут был, несколько месяцев тому назад, тут не было асфальта. А березки не были такими зелеными. Очень красивые, стройные березки. Прям, ну, относительно, конечно, стройные, но стройные. Не было тут асфальта, была гравийка и грязь. А сейчас черновой слой, по-моему, или что это такое. В общем, движение идет. Движение к лучшему. Зелень появилась. В общем, нормально. Все идет своим чередом. Еще немного и я в тынде. Но объем работ не передать. Но то, что они вот тут вот выкопали вот такой котлован. Не котлован, чтобы прямо все было, в принципе, по уму. Чуть-чуть сейчас вот сюда вылезть, показать.
объем работы какой. Вот так вот он делает. Скорость убивает. А это как второстепеночка. Красиво. Скоро будет вообще четко. Ну, спуск затяжной, поэтому на Бэшке еду. Вон Б. И батарею полную зарядил. Наконец-то. Проверить. Полная вообще заряжается, нет. Зарядилась до полного. И тормозит двигателем. Вот такой объем работ проделывается. Прям реально делают краски, мосты строят новые. Вот так вот все делается. Отводы. В общем, красиво будет скоро. Скоро будет красиво. Скоро будет все меньше и меньше этих грунтовых дорог. И будет сплошная асфальтированная. Главное, чтобы еще сделали хорошо, без провалов. Не халтурили. У нас холодно. 12 градусов всего тепла. Всего лишь навсего. 12 градусов. Ё-моё, где лето-то? Лето, а ты где? Ребята на двух Хондах едут. Что-то почему-то на номерах, видимо, перестраховались или чё, блин. В общем, ребята, увидите мое видео, заезжайте ко мне. Я обучился. Буду вам калибровать вариаторы. А, точнее, роботы. Роботы вам буду калибровать. Подъезжайте. Автосервис Апгрейд. Алексей Б ждет вас. Ну, должны были посолиднее ехать, ё-моё, блин, что так медленно-то едете, ребят? Что так медленно едете? В общем, ребята, которые будут ехать, только в сторону Тынды едете. Вот есть несколько моментов там. Такие ямы прям фух-фух. Я их фух-фух называю. На нескольких ямах можно прям неплохо так подпрыгнуть. Поэтому аккуратней. Скоростной режим, все такое. Только увидели какую-то неровность дороги, притормаживайте, сбрасывайте скорость. Неровность увидели, сбрасывайте. На педаль тормоз сразу ногу ставьте. Иначе можно просто взлететь. Ну, подпрыгнул я неплохо. Неплохо так подпрыгнул, в принципе. Потом попозже поправлю то, что у меня там подлетело. Ну да ладно. Утряслось. А так, Якутия встречает погода меньше. 9 градусов тепла. Это лето как осень. Лето как осень. Вот такая будет широкая дорога. Делают дорогу. Классно прям. Легко идет вообще машина, непринужденно. Еще подольше бы простояла бы. Вообще нормально было бы. Широкая, едешь посреди дороги, блин, король королей, блин. Да. Все равно нет, да нет, вот такие штуки. Надо, увидел и сразу тормози. Заранее, блин.
Все. А, тут вон кто работает, откосы делают. А там внизу мост. О, какой. Все делают правильно, откосы делают, все заматывают проволоки, укрепляют. Ну, деньги выделяются, бабки делают, и делают вещи. Ну, мосты, конечно, проблемные, тут прыжки вот эти вот. Город Тында. Сделали им мост. Закончился строительство моста. Там железка у них. В общем, вот город Тында. Такие дела. Еще один неприятный момент. Вот эти вот брызговички, ребят, сразу снимайте. Иначе смотрите, что происходит. Рванула она. И вот на соплях уже у меня висит. Надо будет потом порог снимать, отмывать. Все, кусок висит у меня на честном слове, блин. Ё-моё. Скоро будет граница. Якутия. Вот она, Якутия. Выходить не буду. Просто зафоткаю. Зафоткаю. Опа. Граница Якутии. Все, асфальт заканчивается, ребят. Асфальт заканчивается. Начинается жопа. Кусочек остался, блин, небольшой. Вот и Нерюнгри подъехал. Что тут они все поназагораживали. Прикольно, до сих пор елка стоит, блин. Ё-моё, блин. Че париться-то, блин, 7 месяцев зима. О, какой красавчик. Ек-макаря, блин. О, че за слоняра. Итак. Все, сюда. Быстренько покушаю. Нормальная кафешечка здесь. О. Ну, приличная цена. Перевал Тит называется. Тут всегда лежит снег. И днем, и летом. Поэтому как бы чуть-чуть хочу снять этот перевал. Нагрузка на двигатель возрастает. Как бы такое место. Высокий подъем. Когда уже тут асфальт появится? Сколько лет езжу, блин, все, асфальта нет и нет. Зато тут какую-то камеру поставили, вон. Спутниковую тарелку туда-сюда. Камера, не камера. Не знаю, фурычит. Фурычит, наверное. Вот перевал. Тит. Или как его там правильно. Я на самый верх поднимаюсь. Крест поставили еще здесь. В общем, скоро Алдан, Тамот, Улу и домой. Качикацы. И домой, домой. Большой Немныр. Вот такая речка. Это горная река. Ну, сейчас дожди идут, поэтому как-то у меня тут бензин заканчивался на Акве. И один мужичок, он с того дома с красной крышей, мне помог. Спасибо тебе. Не знаю, помнит меня, не помнит.
Но я доехал на электротяге, полностью ее высадив. Батарею высадив полностью. Думал, вот здесь на заправке. И вон там мужичок мне помог с красной крышей. Вот до сюда я доехал и все, тут колом встал. Думал, заправка там работает. А она давным-давно тут не работает. Такие дела. А это еще было... Холодно было, кстати. Или не было холодно, я уже не помню. В общем, перегон Toyota Aqua был. У меня на моем канале есть. Кому интересно, можете посмотреть. Вот сейчас дорос до Esquire гибридного. Самой богатой комплектации, которая может быть вообще. Ну, за исключением люка. Люк это, по-моему, вообще не штатная комплектация. Это премиум комплектация называется. Ну да ладно. Едем дальше. Интересное место. Называется Тещин язык. Вот, специально тут вот такого товарища поставили. Особенно зимой. Можем влететь не по-детски. Как правило, все летим. Особенно вот такое время, когда на паром надо успеть там и так далее. Летишь, и вот этот вот загогулина первая, это очень бывает скользко. Зазеваешься, блин. И бывает еще встречка. В общем, я всегда вспоминаю это место, потому что тут много людей поразбивалось на глушняк. Ну, хоть отбойники поставили, раньше отбойников не было. Улетали прям туда. В общем, вот он, Тещин язык был. Всегда тут осторожно надо быть. Ну так, асфальт новый. Можно топнуть. Ух. Сколько километров? Через 20 километров заправочка. В Алдане заправлюсь под завязку, под горлышко. Сейчас расход, конечно, увеличился, по-моему. Посмотреть, какой расход стал. Ну-ка. 12 часов за рулем, блин. 8,2 стало. Вот этого топлива на 164 километра должно остаться. В общем, едем помаленечку, потихонечку. Пятая точка уже задубенела, уже онемела. В общем, скоро буду дома по-любому. Надеюсь, уже сегодня в кроватку. Душ, в кроватку попаду. Буду монтировать ролики завтра. Томмот. Красивый город, родина моей мамы. Когда-то я по этой речечке катался. На лодочке прикольно было. Мелкая, правда, она. Может тут на камни налететь. В общем, прикол дан. Вон там впереди ГАИ. Поэтому мне надо приготовиться. Морду кирпичом. И все. Ну посмотрим, пролечу, нет. Пока что еще ни один товарищ меня не остановил. Ё-моё, тут Мишка ходит. Мишка. Ё-моё, это что такое-то? Как это, блин? Как это вообще возможно? Ёк-макарёк, блин. 3 штуки, ё-моё. Охренеть, блядь.
Да, Якутия не перестает удивлять. Ё-моё. Еще одно красивое местечко. Хочу запечатлеть. Всегда тут проезжаю. Но уже спокойно так становится. То, что чуть-чуть осталось. Буквально фигня осталась там. Километров 300, наверное. Вот. Типа скала тут какая-то такая. Здесь был Вася, здесь был Петя. Вот. И железная дорога здесь проходит. Прям вот. Вот она, железка. Там река. Вот такие дела. Снова река, Верхняя Амга. Тот же мост есть через Верхнюю Амгу. Так. У меня приоритет. Вообще-то. Ну ничего, разъедемся здесь. Мост нормальный. Вот. Классика якутских автодорог. Toyota Wish 20-й. Прям хайповая тачка. Он всегда тут мель. Я попытался как-то тут порыбачить. И нифига не поймал, блин. В том месте, значит, рыбачил. В общем, Верхняя Амга. Мост. Будет прямой отрезок, будет, я попробую максимальную скорость на этом аппаратике развить. Едет ли он 180 или нет? Посмотрим. Итак, решил записать максимальную скорость с 0 км в час. Там, кому надо, можете таймер сами поставить. Так, 1, 2, 3. Смотрим, чуть-чуть уклон наверх. Уклон есть наверх. Сотка есть. Это без режима Power. Тапка в полу. Не знаю, позволит, нет. Тапка в полу. 160. Все, максималка 170. Максималка 170. Так что, ну и фиксируется, соответственно. Круиз фиксирует. До 160 можно фиксировать. Вот Улу, последняя моя заправочка. Дешевая. И все. Хватит шумахерить. Погоняли и хватит. Чуть-чуть до полного бака заправлюсь. Последний раз. Ну, я имею в виду на этой стороне. Больше заправок нет. Все, буду на той стороне заправляться. Кстати, всю дорогу, вот, Улу, река Улу тоже, по-моему. Тут речка проходит. Да, река Улу. Ну, как река. Какое-то типа ручейка, что-то такое. Вон там проточки. Всегда всю дорогу 92-й заправляю. Потому что в 95-м много всяких присадок, которые ЕГР забивает. Поэтому 92-й бензин это нормально. И вам рекомендую. В общем, сейчас последний раз на этой стороне заправлюсь. И прямым ходом домой.
Тут еще такая колоночка савдеповская. Саханефтегазсбыт. Так. Все. В общей сложности 3000 километров проехал. Так, теперь обнулю. Сколько мы там погоняли. Расход 8,6. Обнулю тоже. Ну и все. Сейчас до дому. Смотрим по нулям, сколько будет последний на нашем топливе якутском. 92-е топливо, самое дешманское. Ну, почему 92-й? Объяснил почему. Меньше присадок. Едет почти так же. Все, до дома чуть-чуть осталось, совсем маленько. Поэтому надо поднажать. Надеюсь, успею на паром. Ну, еще остался участок дороги. Вот с такой грязью, прям конкретной грязью. Прям уродская глина. Не знаю, там моя керамика выживет, нет, после этой глины. Спросить у Тимура, справится ли керамика с такой грязью или нет. Ну ничего, потихонечку делают. Потому что раньше вот этого асфальта не было. Он свежий асфальт. Так бы ехал по такой грунтовке. А так закрывают потихонечку асфальтом. И становится супер. Вот, скорость какая? 140. Спокойно 140 и... Ну-ка. Оп. Зафиксировать можно. Круиз работает. Фиксация. После 2017 года, видимо, в рестайле они уже сняли ограничения по круизу. Раньше 117 можно было зафиксировать. Больше не давалось. А сейчас они сняли ограничения. В общем, нормально. Топаем. Дороги все больше и больше становятся новыми. Это очень радует. Старый спринтер летит 140. Нифига себе. 150 не могу догнать. 160. Чуть-чуть приближаюсь к нему. Нифига он гонщик, блин. Шумахер ек макарек. Ну а чё по такой трассе не топать, да? Нифига он дает жару. Старый спринтер какого-то там 90-го года, блин. Спокойно 160. Блин, нифига он. Все, тормоза. Тормоза придумал трус. Оп. Ну, красавчик, красавчик. Давай. По новому асфальту. Да. Молодец. По-моему, даже у него номеров нету. Какой-то нелегальный тут товарищ катается. Морозок. Номеров-то не видать. Где номера? Ну нормально, он так ему жарит. Чувствую его выхлоп. Дом, милый дом. Дом, милый дом. Полетели дальше. Родной мой дом. Ангалаский Вулус. Ё-моё. Ну надеюсь, что меня там ждут. Надеюсь, что есть последний паром на ту сторону. Закат классный, блин. 10 часов. Я так и думал, что я к 10 тут подтянусь. Блин.
Надеюсь, успею. Ну, посмотрим, посмотрим. Как тут красиво. Макарек. Качекацы 5 километров. Ну, надеюсь, на паром. Красота вообще обалденная, блин. Прям круто, прям. Вообще круто. Мои любимые качекацы. Либо буду ночевать возле своего берега. Тоже хорошо. Че нет-то? По крайней мере, я доехал. Это очень хорошо. Блин, как тут красиво. Ё-моё. Гранд Каньон почти. Почти Гранд Каньон. Опа. Ну, чуть-чуть запишу, конечно, эту красоту. Камера вообще по-другому показывает. Более улавливает вот этот свет. Более так ярко показывает камера. Вживую не такая яркая здесь. Чуть-чуть приглушенная. Может, это на моем экране так выглядит. На вашем экране может по-другому все выглядеть. YouTube. Блин, как красиво. Закат. Вот это закат. Офигеть. Дом, милый дом. Вон цимзавод там дымит. Моя любимая речушка. Классно здесь можно заплыть сюда. У меня видео есть, где я на Ямахе тут катался. Вот до сюда мы. Лодка. И Ямаха 30. Вот в этом районе мы остановились. Прикольно было. Итак. Вид продолжается обалденный. Прям вообще кайф. Деревушка ТРСУ называется. Оба-на. Вот мы. Вот они, хозяева. Настоящие хозяева. Кулунчук. Ну что стоим? Кого ждем? Настоящие хозяева этого места. Коняшки. Так, что меня ждет на пароме? Что меня ждет? Это ДРСУ получается вот с этой стороны, а вот это Качекац. У него своя стелла имеется у Качекаца. О, так выглядит стелла Качекац. Ладно, доберусь, продолжу видео. Это лишь только отблески рассвета того. Моя любимая Качекасская протока. О, воды что-то дофига. Дофига воды. Воды много-много воды. Даже вон озеро заливное затоплено. Вон.
Отрадные березки тополя. Вообще красота, блин, ё-моё. Как я соскучился по этой местности. Даже тут затоплено, ё-моё. А чё так дофига? Ну-ка сейчас подъедем, посмотрим. Снова лошадки. Лошадок много у нас. Красиво. Красиво, лошадки. Целое стадо. Чё рычим? Чё рычим? Чё там? Чё происходит? Какие-то взаимоотношения. О, красавчики. Чё спрятался там? Тут кулунчук, блин. А, запах какой, ё-моё, блин. Ничего не меняется у нас. Дорога ужасная. Дорога ужасная. Паром там стоит в самом конце. Жека стоит, говорят. Давай, Жека, меня до дому, пожалуйста. Хоба. Так, еще дальше едем. Ничего не меняется здесь. Всегда вот такая грязь, блин. Вообще, блядь, грязища конкретная. Но мне уже все равно. У меня машина уже грязнючая. Грязнее не бывает. Но воды что-то много, совсем много воды. Как бы, не знаю, что за фигня, блин. Там мне под капотку помыли, блин. Это смысл какой, блин? Я тут как на джипе херачу, блин. Ха! Грязнючий вообще, как хрюшандер, блин. Ну как вот по такой дороге, как не быть грязным? Как? По-другому никак, только так. Все. Главное, чтобы ходовочка там выдержала. Так, это переключим. О, запахло весной. Петя Таран. Ладно, чиллаут. На, чиллаут. Затягивай, опять ролик называется. Ну-ка, Приус опять. Во! Приусы атакуют. Нормально. Все на Приусах еще катаются. Потому что обалденная тачка Приус. Экономичная. Экономичная машина, экономичная. Итак, паром. Ура! Ура, паром, мы заезжаем. Интересно, для меня места есть? Нету? Это будет фиаско, если для меня места нет. Это будет ужас. Нифига себе. Воды-то много. Грязь капитальная здесь. Да ну нафиг. Нормально, есть для меня место. Сейчас предстоит мне запарковаться сюда. Запарковаться. Ты давай, чтобы я пузом там ничего не оторвал, бля. В прошлый раз я оторвал пузом. Давай, заезжай.
опасно, тут такой камазище заезжает. Ё-моё, блин. Сложим, пожалуй. Нормально. Пш. Офигеть. Все, огонь. Теперь можно поспать. КамАЗ вонючий прям вообще. Супер. Успел заехать, все складывается вообще огонь. О, красавчик. Вообще супер. Это бревна, блин. Ё-моё. Дом, милый дом. Круто! Топнули! До дому, до хаты! Круто. Поспать может чуть-чуть. Все, на нашем берегу теперь я. Ютубчик что-то не загрузился нифига. Сейчас будет вот эта опасная тачка выезжать, КамАЗ. А потом мы. Ну давай, ютубчик, давай, рожай. Так. Крокодил какой. Берег левый, берег правый. КамАЗ вещь. Опасно. Навонял, ё-моё, блин, нам. Ну ничего, запах детства. Так, кого отправим? О. Домой. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Красавчик, спасибо тебе.
Полетели домой, ура! Быстро даже не заметил, как переправился. Наверх забрался, красота! Блин. Дорога, конечно, тут не айс, но ничего. Столько лет на работу ездил по этой дороге. Любимый мой Махсоголох. Встречай меня, дорогой мой поселочек. Обалденный. Что тут, блин, с асфальтом произошло? Не понял. Понял юмора, что с асфальтом произошло. Или какой-то хер насыпал тут. Что это такое насыпали? Не понял я. Поспилили деревья, что-то насыпали тут. Что за фигня? Ё-моё. Что за хрень? Почему так? Дом, милый дом, ура! Было давно. Колечко это было давно. О, какие-то штуки повешали. Какой нарядный поселок. От Улу до дома 160 километров. Все. В общем, я дома. Плюс-минус, знаешь, как прибавлять? Пальцы убери от этого. Так. Видно меня? Капот. Прикрепил капот. Это есть. Сейчас откроется красивый вид. Там что-нибудь видно? Да, А? да. Ставится, открывается.
клей теперь этот надо содрать. Пластиком, да, наверное? Чё? Стирательным пластиком. Нельзя царапать, это же бампер. Думаю, ну ладно, пару оттер. Морду сняли. Ё-моё, да? Тебе? Не-не-не, снимай дальше. Нормально снимай, пожалуйста, не дергай. Аккуратненько. Умеешь прибавлять, убавлять, умеешь? О, дождь был? Да. 2 дня. 2 дня был дождь? Да. Ну, папа приехал сразу, да? Золотую рыбку сидит. Тоже в золотую же ходила? Ну да. Я тебе буду говорить, иногда фотку делай, вот так вот делаешь фотку. Чик Да, красивый, да. знаешь? Блин, Таня не завезли конфеты, мне придется сяду. Да? Ну-ка, гараж. Блин, а где у меня? Повыдергивай все вот так вот, аккуратненько, вот так вот, одуванчики. Так вот, и вот кучку одну поскладывай.
Слышишь? Да, да. Потом руки вымоешь. Вот эту всю траву, которая есть, повыдергивай аккуратненько. Ну вот я и дома. Машина грязная. Морду снял. Все. На этом эпопея заканчивается. Всем пока. Помою. Новое видео сниму, какой он есть. Какой он есть. Красавчик. Ну вот, и помыл машинку. Все, вроде доехали. Морташка тоже все равно прилетела. Даже через эту губку прилетает. Вот скол. Надо будет. Вот скол. Скол, скол, скол. А так что? Надо было вот эти заранее снять у меня. На порогах вот здесь такие, как плавнички такие. И получается вот лопнуло. Вот кусочек вот лопнет. Я там шурупом вот так закручу. А, вот трещина видно. И с той стороны тоже такие, как плавнички, тут такие крепятся. Их надо снимать. Подкрылки мягкие. Не знаю, это только в сквайрах, наверное, такая штука. Вот. Еще заметил такую тему, вот всегда болтались вот эти. А тут плотно стоят. Вот ударяешь, не дребезжат. Не дребезжат. Может, это только в эксквайрах так, потому что премиум, комплектация премиум называется. Вот такие хромированные японские именно штуки. Они как накладки идут. Прям реально хромом покрыты, потому что бывают просто накладки такие приклеены. Тут я не вижу, что она приклеена. Просто вижу, что это ручка, а не приклеена. Салон тут как сделан. Так, что у меня, я уже заморал пальцы. Салон мягенький. Ну, это я прикупил, коврики. Вот такая, как консоль идет. Прикольно, с баром. Вот так, хоба. Ну все. В принципе, черный потолок, 2 монитора, колоночки. Этой штуки нет почему-то. Вот этой. С той стороны почему нету, блин, так неудобно без нее. В общем, как-то так. Хром, вот такая штука идет. 2 глаза. 2 глаза. Ну и все, в принципе. Как-то так. Как-то так. Ну и я отражаюсь. Все, ребят, всем пока. Покупайте гибридов. В принципе, технология годная. Вот такая тема. Родное литье, кстати, очень мне нравится. Не знаю там как. Кто-то скажет, колесики маленькие. Ну не знаю. Нормально. Мне нравится. Ну по болям, конечно, побольше надо поставить, конечно, колеса. И нормально все будет. Ладно, пойду я в хозмаркет зайду. Кое-что купить надо. Хотел еще немножко дополнить, что у меня есть, какая опция. Это просто супер. Смотрите. Ладно, это все фигня. Хоба. Хоба, чуть-чуть. Подтяжка 5-й двери. Ха! Во! Комплектация, ё-моё. Ну и еще раз. Кайфану. Открыл. Охуеть. Жирный лайк.